У нас есть особое предложение. Для тех, кто хочет заработать в интернете. По ссылке в описании можно записаться на бесплатный вебинар и, следуя рекомендациям нашего трейдера, зарабатывать и исполнять свои мечты. Ссылка в описании. Кирилл, я не хочу тебя обманывать. Ты и сам скоро узнаешь. Что еще? Стася точно уехала. Юля купила ей билет. Провела это как расходы фирмы. А ты, значит, это им позволила? Ну, конечно. Стася здесь устраивает беспредел в компании с каким-то придурком. Ну ничего, пусть дальше гуляет, правильно? Я не судья. Естественно. Конечно. Я судья, я злодей. Теперь должен разбираться с этой безмозглой. Я не могу понять, это у тебя женская солидарность, что ли? Мне просто ее жалко. Да, она пыталась шантажировать меня детьми, но то, как ты с ней поступил, это очень жестоко. Ну зачем ты сейчас вообще это начала? Просто представила себя на ее месте. А ты представь себя на своем месте. Потом я так соскучу. Кирилл, нет! Что нет? Я знаю о твоей связи с Кристиной и о том, что она была беременна от тебя. И что? Слушай, так это ты из ревности тогда к ней вечером приперлась? Слушай, может быть, это ты ее и убил, Аленушка? Кирилл, этого больше не будет. Ты же никогда не требовала от меня верности. Что-то изменилось? Да. Что? Я больше не хочу с тобой жить. Мне надоело быть вещью, которая делает только то, что ты ей скажешь. Я никогда не прощу тебе Егора. Себе я это тоже не прощу, но я устала терпеть, ничего не делать. Я устала бояться, что ты раздавишь меня так же, как Стасю. Я требую развод. Спящая красавица проснулась. Когда ты успела так измениться? Ты такая смелая. Тебе это очень идет. Кирилл, мы не договорили. Успеем. Если ты сейчас не бредила, успеем. Что у вас здесь происходило, а? Проверки, анонимки какие-то. Вы без меня вообще ничего уладить не можете? Ну, я всего лишь секретарь. Я говорила Алене Викторовне про письма, но она отказывалась платить. Ты меня за идиота не держи. Стаське, этому ее придурку, которого задержала, ты помогла? Нет. Не ври мне! Вы со Стасей подружками были. Алена ее жалеет, ты ей билет покупаешь. Вы что здесь, клуб обиженных баб устроили? Нашли момент удачный. Ну да, мне обидно за Стасю, а ваша Алена дрянь. Живет в шоколаде, и все не то, все не так. А у Стаси ни ребенка, ни перспектив. Зато у тебя знаешь, какие перспективы? Уволю нафиг, пойдешь улицы подметать. Устроили здесь кот из дома, мыши в пляс. Не стыдно, но я так счастлива. Как не вовремя. Потому что это всегда бывает не вовремя. Всегда. Я сказала Кириллу, что подаю на развод.
Я по мне? Нет, у него такой вид был. Он догадался? Или уже знает? Он вообще не поверил, что я всерьез. А я, когда рядом с тобой, ничего не боюсь. Хорошо, я ему сам скажу. Ну, что ты ему скажешь? Скажу, что как только встретил тебя, чуть с ума не сошел. Что, влюбился? Да, влюбился. Но сначала в твою коленку. Это удивительно. Я же вообще ничего о тебе не знаю. Кто ты, из какой семьи, какие книжки читаешь, фильмы любишь. А ощущение, что знаю тебя всю жизнь. Юль, привет. Ты не на подружку свою смотри, а на меня. Это я попросил ее тебе позвонить. Еще раз ты сюда сунешься, окажешься там же, где твой тупой подельник. Понятно? Ты такой уверен, что всесильный Залесский. Можешь приказывать, ломать жизни, как мне сломал, да? Свою жизнь ты сломала сама. Не маячь у меня за спиной. Ты зачем этот цирк с Данькой устроила? Цирк – это то, что я захотела сына увидеть. Цирк – это то, что тебе сын нафиг не нужен. Тебе мои деньги нужны, и все. Тебе он тоже не нужен. Что будет с твоими детьми, когда ты Алену выбросишь? Новую мачеху им приведешь, да? Ты что-то знаешь про Алену, чего не знаю я? Говори, или денег ты больше не увидишь. Да, я знаю. Знаю, что она тебя не любит. Тебя никто не любит, потому что ты урод. Да и пошел ты. Кирилл Юрьевич, к вам пришли. О, гонец от господина Порываева. Проходи, Кузьма. Подождите! Подождите, говорю! Подождите, так нельзя! Что происходит? Куда вы их увозите? Им лекарства принимать и не только из больницы! Почему мы раньше не встретились? Может быть, потому что мы росли в разных городах. Но сейчас же мы встретились. Детей увезли. Люди Порываева. Да, это они. А кто тебе смс-ку отправил? Это Лида, наша домработница. Позвони ей. На громкую связь поставь. Алена! Лида, я получила. Что они сказали? Куда они их повезли? Я не поняла. Они сказали, что от Кирилла Юрьевича, но очень грубо себя вели. Что мне делать? Лида, я сейчас приеду. Пусть никому не звонит. Надо узнать, что они хотят. Лида, вы слышали? Пожалуйста, никуда не звоните. Просто дождитесь, пока я приеду. Да, я поняла, хорошо. Дети-то тут при чем? Так, я с тобой поеду. Нет, Юр, это наше с Кириллом дело. Наше с Кириллом и с Порываевым. Извини. Кирилл, ты где? Детей увезли люди Порываева. Нет, я не дома, мне Лида прислала сообщение. Я ничего не путаю, я знаю. Видимо, на кладбище он решил, что отомстит нам. Хорошо, давай, я еду. Вадим Ильич просил передать, что лично к вам у него вопросов нет. И зато у меня теперь вопросов уйма. Привезите мне этого калача тертого. Да, я тоже могу рассказать вам, как он здесь ее спящую в нашем офисе обхаживал.
Вы обалдели все, что ли? Уйди отсюда. Кирилл, мы должны решить, что нам делать и кому звонить. Ты должен сам позвонить Порываеву. Я уверена, что это все он. Спроси, зачем он это делает и при чем тут наш... Я знаю, что ты спишь с Калачевым. Люди Порываева за вами следили. Вот такая вот у него месть. Я виновата. Но дети... Ты когда с Калачевым в постели лежала, ты тоже про детей думала? Я прошу тебя, верни мальчиков. Пожалуйста, позвони Порываеву. Их увезли, потому что я так приказал. И сейчас они находятся в очень безопасном месте. Где они? Тебе это знать не надо! Подальше от гулящей мамаши. Я их мать. И я тебе не Стася, у тебя со мной так не получится. Ты вообще не умеешь быть благодарной. Да я жила с тобой из благодарности. Да что ты? А теперь? А теперь я полюбила человека и хочу быть с ним. Дай мне развод, я заберу детей и уеду. Стоять. Теперь смотри. Брата ты прошляпила? Твоего жениха из-за тебя убили. Со мной ты не жила, ты просто терпела. Теперь ты Лешку и Даньку хочешь лишить семьи из-за того, что вдруг полюбила. Кто же из нас чудовище? Аленушка. Пусти ты меня. Я тебе зачем? У тебя помимо Кристины было и будет много женщин. Зачем тебе видимость семьи? Затем! Ты моя! Любимая! Ты издеваешься? Кирилл, это дикость! Я не твоя собственность! Я все равно с тобой разведусь, закрывай или нет! Этого не будет никогда! Мальчики, вы как? А? Вы меня зачем сюда привезли? Ты нянька, вот и нянчу. Дети напуганы. Вы в гостях, вам бояться нечего. Приготовь детям поесть. Ну что, друг мой, Юрий, я же думал, ты друг мне. Да, давай друг другу в глаза поглядим и обсудим, как ты с женой моей поладил. Я люблю твою жену. И хочу быть с ней и буду. Очень самоуверенно. И прямолинейно. Ты же тертый калач, ты же адвокат. Нужно быть хитрее как-то. А чем мне хитрить-то? Обидно, что вещь потерял. И даже характер проявлять начала. Она же тебе не нужна, Кирилл. Василий Семенович, пожалуйста, дайте мне свой телефон. Меня муж в комнате запер. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Спасибо. Восемь, три.
Юра, Кирилл все знает, пожалуйста, будь осторожен, он меня в доме запер. Юр, ты меня слышишь? Почему ты молчишь? У тебя все в порядке? Спасибо. А что случилось-то, побочь чем-то? Пожалуйста, дозвонитесь этому человеку. Его зовут Юра. Мне показалось, что он меня не услышал. А передать-то чего? Что я его очень жду. Спасибо. Алена! Что за дела? А ты что, забыл, что дверь изнутри тоже закрывается? Открывай. Или мне выламывать дверь? Если ты зайдешь в дверь, я выйду в окно. Уходи. Никуда я не уйду из собственного дома. Тогда дай мне уйти. Вот ты тварь, а. Кирилл, давай договариваться. Давай. Если ты так спешишь к своему любовнику на небеса, прыгай. Только здесь невысоко. Убиться-то не убьешься. Так только руки-ноги поломаешь. Где Юра? Где? Что ты с ним сделал? Там же, где Будягин, там же, где жених твой первый. Где твой братец, осточертевший своими закидонами. Удивительное совпадение. Они все тебя любили. И никто мимо меня не прошел. Я ненавижу тебя! А я ненавижу, когда посягают на мое. Аленушка, ты моя любимая. Ты моя любимая. Юра жив. О, а я гляжу, дела у нас на поправку идут. Как видите. Здоров. Мои адвокаты народ живучий. Чудесно, у вас тут место. Я наплавался. Прости, Юрка, тебя с собой не позвал. Но ты же больше любишь грязевые ванны. Ну, как и положено, хорошему адвокату, у него хорошие друзья, которые всегда оказываются в нужном месте и в нужное время. Ну, его несложно было найти по работающему телефону. Я думал, только у нас оперов работа опасная. Оказывается, у вас адвокатов тоже. Юра, я тут среди наших удочку забросил насчет фармацевтической деятельности Залесского. Так что роют, как говорится, с миру по нитке. Преступнику приговор. Ты-то сам будешь подавать на Залесского? Фу, а толку-то от этого. Скажут, что избили хулиганы, а Кирилл Юрьевич здесь ни при чем. Ну да. Меня больше волнует, что с Аленой. Но в этом вопросе я тебе помочь не смогу. Тоже скажут, семейная ссора, сами разберутся, не вмешивайтесь. Будем думать. Андрюха, дуй в гастроном. Делается. Петя, выручай.
Там на крыше лист ветром сорвало. На одно место поставить и закрепить. Я один не справлюсь. Алена, я друг Юры. Откройте, пожалуйста, у нас очень мало времени, я по дороге вам все объясню. Юрий жив? Жив, жив. Ну вы даете. Не думал, что у вас все это получится. Просто повезло, у вас очень хороший садовник. Мы Юрины друзья, да и ваши тоже. Не будем им мешать. Пойдем купаться. Через магазин. Можете уволить, Кирилл Юрьевич, но я не надзиратель, извините. Ничего, убежала, и пусть побегает. А ты сейчас съездишь за одним человечком. Я не уволен? Корм оставь. Извините. Я знала, что ты живой. Залезки мне говорила, я не поверила. Я знал, что тебя вытащу. У тебя крутые друзья. Угу. Что с детьми? Кирилл признался, что это его люди, их увезли. Он наверняка тебя уже ищет. Нам надо въехать на время. Пока у меня не будет на руках того, чем я могу его прижать. Я теперь без тебя никуда не уеду. А я тебя никуда не отпущу. Там более чем достаточно. И все-таки, что я должен сделать? Следствие ведь еще идет? Идет. Ну так вот, я готов дать показания как свидетель, который раньше скрывал из жалости к жене. Сейчас ее жалеть уже в принципе не за что. Ну, я так понимаю, вы о ее отпечатках на вазе и нахождении в квартире во время убийства, да? Ты смотри, как удачно у тебя наконец-то сложился пазл. Кстати, такие же показания может дать задержанный Шишко. Он готов сотрудничать со следствием? Мутный тип, он на одно долдонит. Что следил за вами по просьбе этой Стаси. И видел, как вы в квартиру входили, а потом полицию вызвал. Пусть долдонит. Он сотрудничать готов? Ну, готов, конечно. При правильном-то подходе. Он не только против вашей жены, он против мамы родной покажет. Кирилл Юрьевич, а вы-то как? Готовы? Ну, как-никак. Жена убийца, шум, пресса, все такое. Ну, и ей не позавидуешь. Заслужила. Кстати, она уже и в бега ударилась, так что нужно объявлять в розыск. Давай. Где они? Добрый день. Че, думал, тяжело вас будет вычислить, да? Любимый учитель известного адвоката. Так вам адвокат нужен. Так вы не совсем по адресу. Я уже не практикую. Дача вот это наше все. Где Калачев и его баба? Я не совсем понимаю, о ком вы. Алена Залесская где? Алена Залесская, не имею чести быть знакомым.
Ломить бы тебе. Но мы все равно их найдем. Так им и передай при встрече. Понял? Всего хорошего, молодые люди. Это заброшенная база отдыха. Здесь мы какое-то время можем спрятаться. Считай, это наш необитаемый остров. И сколько нам так скрываться? Люди Залесского нас и здесь найдут. До тех пор, пока не найдут на него компромат. Ой, Ты в порядке? да, нормально. Слушай, а то, о чем я говорила, ну и не только я. Егор правду писал в письме, не врал? Не врал. Жаль, что выяснилось это все очень поздно, когда я Кириллу уже помог. О, у него поставки были не только в Светловидовск, но и на всю область. Держи. Я отца потерял, когда мне было 16. Кулагин стал мне вторым отцом, когда я у него учился. Держи. Условия у нас будут спартанские. Спасибо. Так. О! Николай Леонидович все предусмотрел. Юра. Заживет все как на собаке. У тебя все беды из-за меня. Ты, наверное, уже и не рад, что со мной встретился. Главное, что мы вместе. А я тебя люблю. А я тебя.
Очень красивая. Юр, мы же не можем всю жизнь здесь прожить. Мы не можем сейчас уехать. Нас найдут. Ну, найдут, и что? Ну, что они сделают? Ну, здесь сидеть вечно мы тоже не можем. Без телефона, без новостей. Не понимаю, что там происходит. Ну вот смотри, у нас продуктов на неделю. Угу. Скоро приедет Андрюха Потапенко. Соскучилась по новостям. Ну, там есть радиоприемник. Ладно. Я пошел на рыбалку на ту сторону острова. Итак, происшествия, которые произошли в последнее время. На улице Лесной рухнуло старое здание. На момент аварии в помещении никого не было. Также люди опасаются, что рухнет и соседний дом, который также находится в аварийном состоянии. Вчера произошел пожар в загородном доме известного бизнесмена Кирилла Залесского. На данный момент он госпитализирован вместе с людьми. Причина возгорания неизвестна. Ведется расследование. И о погоде. На севере страны пасмурно. Переменная местами краткосрочные дожди. Извините, пожалуйста. Извините, вы не могли бы меня в город отвезти? Я скажу, куда. Я заплачу, у меня есть деньги. Куплю бензин, поесть. Хотите? Курицу, да? Спасибо. Можно вот булки какие-нибудь? Курицу? Да, конечно. Документы предъявите, гражданка. Отпустите нас, пожалуйста. У меня дети в беде. Мне срочно нужно к ним. Можете не предъявлять, госпожа Залесская. Мы и так вас узнаем. Дети где? Я так понимаю, пожар — это лодка была. Ну, как видите, сработало. Где мои дети? Наши дети дома с Лидой. А как вы думаете, почему здесь? Потому что сбежала от мужа? Она у вас с юмором. Нет, гражданка Залесская.
Вы здесь, потому что вы подозреваетесь в непредумышленном убийстве Кристины Порываевой и умышленном Дмитрия Будягина. Ваша вина уже доказана. И дело в ближайшее время передадут в суд. Сколько вам за это заплатили? Кирилл Юрьевич, у вас 5 минут. Спасибо. Ну надо же. 10 лет назад ты меня спас от судимости. А теперь что, решил исправить ошибку? Мне всегда нравилась в тебе одна черта. То, что ты не дура. Но Если ты собираешься ставить мне условия, я их принимать не буду. Раньше я это... Скажи честно, ты меня когда-нибудь любила? Хотя бы немного, хотя бы час? Испытывала чувство благодарности. И, может быть, нежности после рождения Алёши. Но ты быстро это исправил, заведя новый роман с очередной... Как же я ошибался. Ты дура. Но это было честно. Поэтому я тоже буду честным. Ты больше не нужна. Ни мне, ни тем более моим детям. Поэтому живи как хочешь. Счастливо оставаться. Да, а я-то надеялся, что та наша с тобой встреча была последней. Ты знаешь, я тоже. Но есть нерешенные вопросы. Ты знаешь, я еще по Светловидовску понял, что слишком много сигналов из разных источников. Но я тогда не придал этому значения. Тогда. Может, это потому, что ты под юбку моей жене заглядывал? Увлеченно. Смешно. В этой папке полное досье на тебя. Про дела твоей фирмы, связанные с поставкой медицинских препаратов, которые ты переделывал в дурь. Наркотрафик. Ну, много всего, Кирилл, много. Продолжать? Нет. Про свои дела я сам все знаю. А эту папку, да подотрись ты ей. Угу. Совсем скоро она ляжет на нужный стол, и... Кирилл, там будут решать, что с ней делать. Но пока не будут подтираться, я бы на твоем месте искал хорошего адвоката. Что ты хочешь? Не хочу, чтобы ты отпустил Алену. Не она убила Будягина, и даже не Шишко. Да, Алена сделала удар, но это было в целях самообороны. Но вот добивал Будягина уже ты. Ну, ты чего? Ну, вставай. Ты что сделал? Ты ее убил! Ты ее убил! Шишков все это видел, поэтому и выдал полицию. Слушай, ты мне надоел. Ты знаешь, это еще не все. Да? Ты вышел из подъезда якобы к машине, а на самом деле за Шишко. Но ты его не догнал. Ты вернулся посмотреть на состояние Кристины. А тут и полиция подоспела. А Шишко все это сфотографировал и потом шантажировал Алену. Так вот я вытащил тебя, зная, что ты врешь. Вытащил не для того, чтобы вместо тебя села Алена. А я нанял тебя не для того, чтобы ты переспал с моей женой. Что дальше?
все эти угрозы — пустой звук. Нет, это, папка, не пустой звук. Кирилл, она произведет громкий звук. Пойдем. Сколько ты хочешь? Я надеюсь, ты понимаешь, что деньгами этот вопрос не решить. Освобождают Алену, снимают с нее все обвинения. Тогда я не даю ход этим бумагам. Ты мне не оставляешь выбора. Алену ты не получишь. Твою жизнь. Вас мы отпускаем. Залезки снова сюда. Ну, за все его дела. За убийство Бодягина, ну и за Юрку. Следователь сказал, что это Кирилл стрелял. Да, больше не будет такого адвоката у Залесского. Придется за все отвечать. Закроют надолго, без вариантов. Что случилось? Идемте. Случилось то, чего я боялась больше всего на свете. Из-за меня погиб человек, самый дорогой для меня. Я не понимаю, кто погиб? Юра? Ну, Залесский, конечно, стрелял в Юру, но попал в потолок. Юра очень легко отобрал у него оружие, он у нас скала 4, все хорошо. Это правда. Женщин не понять. Горе, слезы, радость и тоже слезы, еще больше. Мальчишки, осторожней. Мы хотим в казаки-разбойники. Давай делиться на 2 команды. Так, это, пожалуйста, без меня. Но единственное, мне бы очень хотелось, чтобы Алексей всегда был в твоей команде. Я больше никогда не дам его в обиду. Не волнуйся. Мы с Алешей в одной команде. А со мной? С тобой тоже, мам. Бойцы! Ну что, привет. Знакомиться будем? Привет, я Юрий. Алексей. Очень приятно, Алексей. А вас как зовут? Даниил. Даниил. Тоже красивое имя. Привет, я Юр. Ребят, это… Да мы поняли. Идем, найдем себе кого-то в команду. Да, не просто нам будет с ними. Мы уже справимся. Вместе справимся. И вообще заботы нас ждут и бытовые, и юридические. Ну и с мальчишками тоже. Такая тебе невестка досталась. С приданным. Нет? Ну, кто же их? Ты моя любимая. Мальчика 3-го обещаешь? Угу.